Здравствуйте еще раз всем. Меня здесь некоторые знают, некоторые нет. Меня зовут Сипаргис, я с отдела логистики. Это, можно сказать, наше отдаленное местечко, не все знают. Я очень рада, что вы сегодня присутствуете и что мы сегодня с вами так собрались. Я сегодня решила затронуть такую тему, как поведенческая экономика, как вы все видите. Мы все знаем, что вообще сфера экономики – это наша с вами сфера. Тем более непосредственно мы с вами работаем в банке, принимаем какие-то резкие решения, которые сказываются на нашем эмоциональном состоянии, на каком-то порыве, счастье, грусть, что бы то ни было. Соответственно, мы все с вами, как менеджеры, либо же как функционирующее звено, выполняем, либо делаем какие-то решения. То есть у нас есть проблема, мы можем сказать: о, давай я сейчас придумаю решение, я отвечу тебе на вопрос. Но всегда ли мы делаем правильно это решение и к чему оно нас приводит? В поведенческой экономике вообще, что такое поведенческая экономика, мы все с вами уже приблизительно понимаем, что данное, получается, поведение, оно влияет в сфере того, вот, допустим, у меня плохое настроение, и мне предоставили какой-то кейс, и я такая просто наобум просто говорю: давай сделаем так. Я понимаю, что экономически со стороны, если брать, то это может пойти в упадок мне, либо кому-то другому. Этим всем общим объясняется вообще, что такое поведенческая экономика. У нас есть 3 важных направления. Это, как вы видите, эвристика, фрейм и рыночная неэффективность. Разберем каждую детально. Эвристика, как вы видите, кратко, это вообще то решение, которое у нас исходит не от практики, а скорее всего от практики, точнее, чем от логики. Чем это подразумевается? Допустим, опять-таки, передо мной стоит задача, я такой думаю, при решении, то есть при определении выбора, я такой стою и думаю: я же раньше проходил через это, то есть на практике там какой-то человек это проходил, то есть я знаю, что, соответственно, произойдет, я опираюсь на это решение, говорю: давай я так же сделаю, а не из того, что подожди, надо логически подумать, вдруг у меня не такая ситуация, вдруг там есть маленькая загвоздочка, которая помешает этому. Это говорит про это. Фрейм же, это у нас получается уже смысловая рамка, это как раз-таки то, что нам нужно. У нас есть определенные, получается, законы, то есть определенные правила, за рамки которых мы не можем выходить. Вот как раз-таки, когда у нас приходят подобного рода проблемы или вопросы, мы должны брать в заметку фрейм, чтобы мы не выходили за грань определенных рамок. И последнее, это у нас рыночная неэффективность. Это когда, получается, это уже касается больше акционеров, либо предпринимателей, да? Все мы из вас, кто-то будущие акционеры, предприниматели, которые хотят вкладываться. Это уже непосредственно идет к ним, что они могут, допустим, вложиться, но не предугадывать того, что могут быть глобальные изменения цен, также там продукт твой не прокатит на рынке, и ты пойдешь в упадок. Вот. Начнем с эвристики. В эвристику у нас идет 3 важных компонента. Это, как вы видите, уверенность, эффект изоляции и боязнь потерь. В уверенности мы можем, получается, еще присоединить как надежность. Например, все мы с вами больше акцентируем на то, чему мы доверяем. Например, та же самая компания Samsung, правильно? Телефоны. Мы знаем, что они хорошо работают, то есть если у нас будет выбор между какой-то новой моделью, которая появилась буквально недавно на рынке, и там Samsung, мы говорим: нет, давай я лучше Samsung возьму, я же доверяю этой фирме, тем более непосредственно сколько хороших отзывов было. Надежность и это знание определенного продукта здесь играет у нас главную роль. Следующее, это у нас эффект изоляции. Получается, мы на данном этапе уже игнорируем схожие вариации, то есть нам важно, чтобы нам предоставляли несколько вариантов. Мы будем опровергать тот момент, когда, допустим, нам скажут: вот смотри, у тебя есть такой-то, такой-то выбор, но мы смотрим и думаем: они же одинаковые, а на что мне опираться, из чего выбирать? И ты такой думаешь: нет, я не согласен, давай мне определенные варианты, где вообще разные ситуации. И получается, в соответствии с этими вариациями ты делаешь правильный выбор для себя. Следующее, это как раз-таки боязнь потерь. То есть мы всегда стремимся к тому, чтобы минимизировать наши потери. Это могут быть и денежные, то есть финансовые. Это могут быть и какие-то материальные, либо же что-то личное твое, чем ты можешь пользоваться в жизни. Соответственно, и
И также у нас играет роль, получается, важность вида преподнесения информации. Во всех этих позициях, то есть в 3 основных моментах, вот опять-таки важность преподнесения информации у нас играет особую роль. Допустим, если мы говорим с каким-то человеком, и как раз-таки у нас есть все эти 3 позиции, нам важно правильно преподнести. Я, например, могу подойти, как, скажем, маркетолог, да? Я могу подойти и сказать, давайте вы у нас купите, допустим, товар, при этом из 100% вы будете оплачивать только 95% стоимости. И человек такой думает, 95%, ну это же большая типа сумма. Нет, я отказываюсь. Но когда вы говорите в обратной стороне, что смотрите, у нас есть такой-то товар, который вы можете получить со скидкой 5%, он уже опирается от того, что, о да, опять же, это маленькая цифра, соответственно, давайте я попробую. Это очень важно. Следующее. Перейдем к фрейму. Вот у нас, допустим, есть опыт. Вот смотрите. Нам, получается, предоставили вопрос, разделили на 2 категории людей, чтобы лучше понять вот этот эффект привязки. Нам дали, получается, 2 вопроса. Первой группе нам, получается, написали, вот первый вопрос, превышает ли высота самого высокого красного дерева на планете 400 метров, а второй вопрос, каково ваше предложение о высоте этого красного дерева. Второй группе лиц нам задали по-иному, то есть разработали этот вопрос. Первое у нас получается, превышает ли высота самого высокого красного дерева на планете уже 50 метров. Видите, идет отличие в цифрах. И второе получается, какое ваше предположение уже относительно высоты красного дерева. Как мы видим, первая группа лиц, у кого было 50 метров, они ответили, что больше или меньше, а лучшее предложение это 85. Почему? Потому что у нас была самая минимальная цифра, и они, отклоняясь от этой минимальной цифры, пошли вперед. Потому что они понимали, соответственно, что не может быть 50 метров, раз нам задали такой вопрос, значит что-то большее есть. А во втором случае как раз-таки нам дали большую цифру, и опираясь именно от этой большой цифры, нам уже дали такой ответ, как 256 метров. Тут опять-таки у нас идет эффект привязки именно от того, какую информацию и с какими данными нам преподносят, что к чему привязано. Поэтому всегда, когда вы будете стараться что-то предлагать, либо же что-то донести до человека, либо же, допустим, продать элементарно, но вы хотите, чтобы ваш этот продукт взяли, старайтесь отклоняться от такого контекста, где у вас будет, допустим, упоминовывается минимальное количество, чтобы клиент заинтересовался. Например, у нас есть еще такой пример. На сайтах мы видим, что, допустим, есть клиентам нравится, когда им, допустим, предоставляют выбор с 7-дневной, там у вас, допустим, говорят условия, 7 дней пробы, вы можете попробовать, если что вам не понравится, то есть вы можете отказаться от данной покупки. Тестирование, это очень важно. Следующее же, либо нам говорят, в течение месяца вы можете вернуть нам деньги, если вам товар не понравился. Когда вы предоставляете клиентам такую возможность выбора, они всегда будут заинтересовываться и возвращаться к вам. Но когда вы говорите им, допустим, нет, у нас отказа нет, возврата нет, и никакого, допустим, там поощрения с нашей стороны нет, уже тут идет страх и потеря опять-таки средств. И для того, чтобы как раз-таки минимизировать их средства, мы предоставляем им такого рода свои услуги. Следующий, вот как раз-таки страх потерь. Я взяла за пример, вот у нас получается вот MoneyBack помогает он нам преодолеть этот страх, как раз-таки, когда покупатель, он уже инстинктивно перестает бояться, как раз-таки мы говорили про вот эти условия, то есть если магазин нам предоставляет, но когда этого нет, он всегда будет бояться за свои деньги, потому что финансы, которые приходят, то есть человек, который зарабатывает сам, всегда страх над тем, куда они пойдут, он всегда есть. И тут опять-таки вот упоминается то, что если компания обещает возвращать деньги, если продукт не понравился по вкусу, это опять-таки привлечет к нам клиента. И, соответственно, продажи тем временем будут возрастать. У нас есть еще такой момент, как социальный лайк. Мы, получается, уже оперируем на мнение всех людей, большинства людей, с кем мы контактируем там в социальных сетях, все мы часто сидим в социальных сетях, будь то это Инстаграм, Фейсбук, и когда что-то набирает большое количество лайков, мы такие думаем, и смотрим обязательно на наличие отзывов.
И, соответственно, из этого мы делаем для себя вывод: ну если большинство людям понравилось и лайков набралось достаточно, то почему бы нет? Давай я тоже приобрету этот товар, либо давай же я тоже так же поступлю. Поэтому социальный лайк, он у нас играет тоже особого рода важную роль в плане выбора. Поэтому вы даже можете не всегда опираться. То есть есть моменты, когда если вы будете опираться именно на отзывы или на лайки, а вдруг, если вы этот товар вживую возьмете, он вам не понравится. Опять-таки, нужно начинать думать и в разных вариациях тоже. Следующее – это чувство дефицита. У нас у всех есть страх, что вот если я не успею в срок взять какой-либо товар, он закончится. А что я тогда буду делать? То же самое Apple, когда он выпускает лимитированную продукцию, да, там серию какую-то, то же самое и Samsung, и ты такой думаешь, типа, господи, мне же нужно пойти, плевать, что он там стоит кучу денег, и такой стоишь. То же самое, как мы наблюдаем, получается, в Европе, да, когда выпускают новую серию iPhone, какая толпа стоит за этим телефоном. То же самое и у людей, у большинства людей. Они боятся, что у них этого не может быть. Они боятся, что они не будут похожи на тех, у кого есть уже данный продукт. И с этим чувством дефицита они, получается, тратят свои деньги, то есть куда попало, хотя они, допустим, не нужен этот товар, допустим, у них есть телефон, который хорошо работает, но они, забывая про все это, вставляя вверх вот это чувство, пренебрегают этим и приобретают данный товар, и что приводит к уменьшению, скажем, финансов. Следующий у нас эффект Икеа. Довольно такой интересный эффект. Или же личный вклад. Почему его называют Икеа? Его ассоциируют тем, что все мы знаем Икею, то есть его ключевой момент в том, что мы собираем материал сами. Нам привозят, получается, элементы, а мы сами складываем. Почему это приносит такой большой интерес? Ты думаешь, вау, я же сам собрал, типа, прикольно, и для тебя это очень важно. И ты, когда кто-то придет, говоришь, это я сам сделал, и ты это очень сильно ценишь. То же самое, например, вот почему у меня картинка стоит вот этого торта. Изобрели, получается, такой мешочек скажем, с порошком, с мукой, да, в Европе вот у нас часто есть, для домохозяек, которые пекут торт, выпечки, и им сказали, вот если ты возьмешь эту муку, получается, добавишь водичку, там, запечешь, у тебя торт готов. Продаж, то есть, соответственно, не было. Все думали, продажи вырастут, то есть это максимально удобно, но продаж не было. Почему? Потому что это делалось очень легко. Они придумали другую вариацию. Они сделали тот же самый, получается, ту же самую смесь, но уже добавили, что если ты добавишь туда яйцо, то есть разобьешь яичко, то тогда только потом у тебя получится тесто. И как вы думаете, спрос вырос? Потому что они же туда уже яйцо разбивают, это же уже какой-то вклад. И они могут спокойно сказать, это же я сама приготовила, а не так, чтобы идти в магазин, тратиться на какие-то продукты, там сидеть тестом мести, там все прочее. И кто-то приходит и говоришь, это я сделала, все равно приятно. Но тут почему эффект Икеа вообще личный вклад, тут есть и свои минусы, в плане того, что, окей, ты, допустим, взял вот эту смесь, там сделал, но у тебя и средств, то есть ушло меньше, времени меньше, но результат не всегда может у тебя удовлетворить. Но когда ты, допустим, вложился сам, пошел, купил там продукты, убил на это время, тебя хоть прогорело что-то, хоть нет, но у тебя чувство удовлетворения, оно будет. А нам важно, чтобы у тебя главное было вот само это чувство удовлетворения. Следующий эффект – это у нас якорь для покупателя. Якорь, мы все знаем, что это как своего родочка закинуть удочку и словить эту рыбу. В данной же сфере рыба – это мы. То есть люди, которые клюют на вот это все, на бренды всякие, рекламы. Вот на ярком примере мы вот все знаем компанию Агуша, получается, Шкода. Когда, получается, Агуша начали, получается, преподносить свой товар на рынок, тем самым, чтобы их спрос вырос, они договорились с компанией Шкода, что при покупке Агуша они будут разыгрывать такой лотерейный билет в плане для мам, которые будут, получается, только пользоваться продукцией Агуша, которым предоставят машину, чтобы те пользовались и, соответственно, уже как бы разъезжали там по городу, либо же даже уже путешествия где-то в других странах. Это своего рода тоже приятный подарок, к чему клиент стремится получить, говорить, да, если я постоянный клиент данной продукции, и если я часто пользуюсь, значит, это все проходит не мимо. И получается, вообще вот из всех этих эффектов я уже перейду к выводу, непосредственно от того, получается,
какое у нас настроение, какое у нас эмоциональное, то есть насколько был перегруженный день. Всегда, мне кажется, нужно отходить не от каких-то эмоциональных своих наплывов, а именно от логики, именно о том задумываться, если мы все с вами профессионалы, а мы все с вами профессионалы, мы с вами все будущие экономисты, будущие банкиры, там, менеджеры. Соответственно, нам нужно задумываться и опираться уже на логику и на какие-то факты, а не на вот это вот, получается, эмоциональный порыв или что-то еще. И как раз-таки вот поведенческая экономика, когда вы уже заранее знаете все эти эффекты, вы можете думать: о, я же знаю, как это работает, я на это не поведусь, типа меня не проведешь. Поэтому мне кажется, что именно таки вот эту тему должен знать каждый и, соответственно, пользоваться этим в жизни. Вот, как бы, все. Спасибо за внимание.